Аграрии Коми с этого года начнут жить по новым правилам. В рамках оптимизации бюджета изменят направление субсидирования для местных сельхозпроизводителей. Об этом на выездном дне депутата Госсовета Коми заявил руководитель профильного ведомства Владимир Мальцев. Местом встречи парламентариев, фермеров и представителей исполнительной власти стало Сыктывкарское хозяйство. Здесь гостям рассказали не только о перспективах, но и о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия. Виктория Палкина внимательно слушала. В этом сыктывкарском хозяйстве только дойного стада больше 400 голов, плюс племенной скот и молодняк. Все животные ютятся в старых помещениях 60-х годов постройки. С них-то местные аграрии и начали экскурсию для парламентариев. О расширении здесь говорят давно, в планах перебраться в Сыктывдинский район. Там места побольше, да и логистика в столице Коми с каждым годом доставляет аграриям все больше проблем. С города надо уходить в город вообще, потому что сегодня в город надо везти готовое молоко на переработку. А сегодня мы корма возим в город, вот из города везем, это просто нонсенс. Если строительство фермы – это планы на далекую перспективу, то современное овощехранилище здесь должно появиться уже скоро. Старых площадей сыктывкарскому хозяйству не хватает. Стоимость новых – почти 40 миллионов рублей. Большую часть затрат возместит республика. Кстати, требования к тем, кто претендует на господдержку, ужесточат. По словам спикера Госсовета Коми, каждый бюджетный рубль должен быть потрачен максимально эффективно. Может быть, эти деньги, которые сегодня имеются, нужно перераспределить. Направить их на самое необходимое, на то, чтобы удержаться на плаву. Понятно, что новую технику в этом году покупать нам будет очень тяжело, фактически невозможно, но сохранить то, что сегодня сделано, самые необходимые компенсации выплачивать. Вот цель и задача сегодняшней встречи – это определиться о тех мерах, которые необходимы на сегодняшний день и что сегодня нужно сделать, исходя из наших возможностей. Говорили, конечно, и о посевной. По информации регионального Минсельхоза, готовность наших аграриев к полевым работам примерно 30%. Только в этом году картина во всех хозяйствах разнится. Одни смогли закупить семена, другие пока только думают, где взять на них деньги. Впереди весенние полевые работы, мы в этом году не закупили еще ни семян, ни удобрения, ни дизтоплива. Нету денег. Удержаться на плаву помогут только льготы, говорят аграрии. Налоги и различные отчисления сегодня непосильная ноша для многих хозяйств региона. Нас сравняли со всеми остальными предприятиями. Если еще в 2010 году мы платили в тот же пенсионный фонд 10%, то сейчас мы платим практически так же, как все остальные предприятия. Мы точно так же платим за электроэнергию, мы точно так же платим за дизтопливо. По словам Владимира Мальцева, сегодня перед аграриями есть небольшие задержки по выплатам субсидий, но вскоре ситуация должна нормализоваться. Поможет и федеральный бюджет. В прошлом году сумма в 119 миллионов рублей пришлась очень кстати. Большая часть идет возмещение процентных ставок на весенние полевые работы, на инвестпроекты. Далее поддержка будет идти по социальному развитию села. То есть все те меры поддержки, которые шли, они будут, конечно же, пропорционально тем, которые у нас по нашей отрасли в Республике Коми положены. По словам Владимира Мальцева, ни один крупный проект не будет законсервирован. В Коми откроют 3 новые фермы, еще столько же животноводческих помещений в стадии реконструкции. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.